Ассаламу алейкум. Сегодня мы сделаем небольшой обзор на то, что такое Android-разработка, чем занимаются сами Android-разработчики, какие есть особенности у этой платформы и, самое главное, как научиться и как начать искать работу в этом направлении. Меня зовут Имран Татриев, я на данный момент Android-разработчик в компании App in the Air. Кратко расскажу, чем мы занимаемся. Это такой личный ассистент для людей, которые часто путешествуют. То есть там есть полный спектр необходимых вещей, как бронирование билетов, букинг отелей и так далее, отслеживание разных там смен терминалов, гейтов, все, что потребуется человеку, который по бизнес-командировкам он часто летает и использует такой ассистент. Если кто-то видел фильм с Джорджем Клуни, кажется, называется «Мне бы в небо», то примерно должны представлять, какие люди используют это приложение. О чем мы сегодня поговорим? То есть в самом начале я уже кратко дал понять, и здесь вы можете увидеть такую адженду. Это самое главное, мы еще раскроем текущий рынок, о том, насколько это перспективно, стоит ли этим вообще заниматься или нет. И в конце приведу небольшой такой лайфхак, как получить ответ на свое резюме. Для начала нужно сказать, что такое вообще Android. Все, наверное, об этом знают. Это такая свободная операционная система. Она появилась очень-очень давно, там уже лет 15, наверное. И многие ее помнят, знают как система для смартфонов и планшетов. Но на самом деле она начиналась как система для цифровых камер. И оттуда вообще пошло дальше, что Android, он запускается где угодно. То есть там даже вплоть до того, что это может быть фоторамка, которая работает на Android. Поэтому это не только телефоны, но тем не менее здесь проведена такая небольшая эволюция Android, которая на сегодняшний момент уже довольно популярна, и это самая популярная операционная система. То есть даже iOS на айфоны уступает где-то в 2-3 раза по рынку смартфонов. Около где-то 70% работает на Android. И смартфонов, конечно. Чем занимается? То есть обычно программистов делят по направлениям фронтенд, бэкенд. Многие, наверное, уже знают, чем это отличается. Если кратко, фронтенд занимается больше сайтом, тем, что видит конечный пользователь. Бэкенд — это больше серверная часть. То, что происходит за кулисами, разные базы данных и так далее. И где во всех этих сферах находится Android-разработчик. И не только Android, на самом деле, в целом мобильная разработка, включая iOS, где бы она могла здесь находиться. Можно представить, на самом деле, такой небольшой стартап. Представьте, что вы делаете приложение, и логично предположить первым шагом, что раз вы делаете все вот эти компоненты, виджеты и то, что видит конечный пользователь, то, естественно, вы будете заниматься фронтендом. Но ваше приложение, оно должно куда-то отправлять запросы, откуда-то брать данные. Естественно, это будет какая-то серверная часть, которая должна быть постоянно где-то работать. И получается, вам еще и придется менеджить работу серверов, то есть быть еще и бэкэндером. Получается, уже две сферы все совмещать. Но что делать, если у нас есть телефон, и интернет на нем не гарантирован вообще? То есть он может в любой момент отключиться, быть слабым. Представьте, что вам надо загрузить список всех ваших рейсов. Это довольно-таки объемный кусок данных, и нельзя надеяться на то, что оно постоянно будет работать. Соответственно, это надо где-то хранить локально. Обычно для этого используется база данных, где все в таблицах в удобном стиле хранится, и вы можете быстро все достать. То есть здесь еще и добавляется третья сфера, что вы должны быть разработчиком баз данных. И то есть получается, что где-то на пересечении всего этого действуют мобильные разработчики. В теории это, конечно, так, но на практике есть все-таки уточнение, есть нюанс в том, что продуктивность такого разработчика, она будет низкой, потому что вы должны, и очень сложно найти человека, который будет иметь компетентность, просто во всех сферах. Это почти невозможно. Соответственно, легче распилить и отдать каждую часть тем, кто в этом лучше разбирается. Поэтому при росте компании всегда находятся отдельные уже отделы. Кто-то занимается бэкэндом, кто-то занимается фронтендом, кто-то менеджит базы данных, и мобильному разработчику остается все остальное.
И в реальности получается, что мобильный разработчик — это пересечение фронтенда и базы данных. Потому что сервера уходят к бэкэнду, а вы остаетесь делать всякие виджеты, экраны, графические компоненты. И, то есть вы все использовали приложение на телефоне, и вы понимаете, что такое графический компонент. И, соответственно, база данных остается тоже вам. Поэтому требуется небольшая компетенция в нескольких сферах, но спойлер, она окупается позже сполна. И на самом деле базу данных вы просто один раз настраиваете, и потом она все отлично работает, вам не нужно будет об этом много думать. Теперь про особенности платформы. На самом деле плюсов и людей, которые расскажут вам про плюсы платформы, очень много. Это все можно найти в интернете. Сегодня я хотел бы немного сказать про подводные камни. Такие штуки, которые вы не услышите, наверное, очень часто, но их важно знать. И если вам окей поработать с такими нюансами, то, скорее всего, все остальное вам также понравится. С чего начнем? Как я сказал в самом начале, Android — это не просто операционная система для телефонов. Android — это такая система, на которой работают просто сотни устройств различных типов. Это даже ваша микроволновка, фоторамка, что угодно может работать на Android, что угодно может запускать, если там предусмотрен экран, там предусмотрена виртуальная машина, то она запустит ваше Android-приложение. И вот теперь представьте, что вы разрабатываете приложение, и вы не можете заранее знать, где оно будет запущено. То есть у вас условно есть телевизор, большой телевизор, который тоже работает на Android, там тоже есть магазин приложений, и человек тоже может зайти и скачать ваше приложение. И как оно будет выглядеть, если вы заранее не подумали про оптимизацию под этот тип устройств? Поэтому нужно держать такие вещи в голове, что может запуститься где угодно, надо подумать о том, чтобы оно выглядело хорошо везде. На самом деле, это может превратиться в безумие, если просто пытаться под каждую платформу все сделать идеально, поэтому в реальности просто берут самые популярные штуки и пытаются оптимизировать под них, а потом затем смотрят, где нужно еще подтянуть, где поправить. И это такой цикл бесконечный, где вы пытаетесь догнать текущий рынок, чтобы набрать побольше пользователей. Да, еще такая штука, что даже если вы ограничитесь смартфонами, то смартфоны, в отличие, например, от Apple, где есть единый смартфон, iPhone, и он выглядит почти всегда один и так же, как и предыдущие версии. Поэтому на Android все-таки есть различия, потому что это свободная операционная система, и любой производитель, даже вы можете просто взять, придумать свое устройство и установить туда Android. И каким вы сделаете это устройство, никто не знает. Вот, например, кто-то догадывается сделать foldable устройство, то есть которое просто сворачивается, и экран быстро меняется, оптимизируется под новый такой форм-фактор. И поэтому как поведет ваше приложение себя в таких условиях? Это нужно тестировать, это нужно знать. Кто-то даже умудряется делать вот такие неудобные смартфоны, и вы как разработчик должны думать о том, чтобы ваш продукт выглядел хорошо везде и привлекал как можно большее количество людей, потому что от этого зависит просто ваш продукт, насколько люди им будут пользоваться и насколько компания будет успешной. Да, даже бывают и такие. То есть заранее сложно предугадать, надо смотреть за рынком, наблюдать за ним. Вот. Теперь что здесь вообще такое нарисовано, почему так много компаний? Но, как я упомянул ранее, это свободная операционная система. То есть любая компания может сделать свое устройство, любая компания делает, не просто, например, знаете, вот как с айфонами, мощное устройство, хорошее, и понятно, что там будет все тянуть, все будет хорошо работать. Но вот представьте теперь, что есть какой-то бюджетный телефон, какой-нибудь, не знаю, Xiaomi, например, и какой-нибудь условный Pixel. Естественно, работать оно будет по-разному. И вы должны будете все это протестировать, все это предусмотреть. И сделать это иногда довольно сложно, но с течением времени, в принципе, телефон становится все мощнее, поэтому эта проблема постепенно отпадает. И сейчас у меня есть такой небольшой вопрос. Вот как вы думаете,
кому, например, iOS-разработчику, который разрабатывает под iPhone, либо Android-разработчику сложнее предусмотреть разные нюансы и сделать так, чтобы его продукт выглядел хорошо везде. Да, почему ты так думаешь? Угу. Ага. Да, хорошо. Есть еще у кого-то другое мнение? Так. В принципе, кажется, что все с этим согласны. Да, так и есть. Нужно просто... iOS-разработчики предусматривают просто под одно устройство, они его запускают и видят, что все хорошо и спокойны. У Android-разработчиков такой роскоши, конечно, нет. Приходится вертеться, крутиться, но это тоже окупается. Так, скучные слайды закончились. Теперь начинается интересное. И самый интересный слайд — это зарплаты, да. Всех они интересуют. Тут нужно понимать, что ваша зарплата, она зависит от того, если сильно упрощая, от того, какую пользу вы приносите своей компании. От того, другими словами, сколько денег вы ей приносите. И тут нужно понимать, что компании, они борются за разные рынки. То есть компания, которая, например, какая-то локальная студия, она борется за локальный рынок, за какой-то регион, и она ограничена этим регионом. Логично предположить, что если она ограничена этим регионом, и клиента только отсюда, то и количество этих денег, которые она заработает, оно тоже ограничено. И, соответственно, вы не сможете получить этот X, который они заработали, больше, чем этот X, тем более, на самом деле там будет гораздо меньше, но ваша доля не будет такой большой. И как здесь увеличить, например, свою зарплату? Самое очевидное — это найти такую компанию, у которой этот X, сколько она зарабатывает и какой рынок контролирует, он намного больше. У каких компаний он такой будет? Опять же, очевидно, те, которые борются не за локальный рынок, а, например, за всю страну. А потом следующим шагом не просто вся страна, континент. И самый последний шаг — это вообще глобальный рынок. Потому что глобальный рынок зарабатывает со всех людей в мире, соответственно, этот X очень высокий, соответственно, вы можете запросить себе больше кусок от их дохода. Но сейчас остановимся на российском рынке. Здесь приведены на самом деле не средние значения зарплат, это медиана, то есть половина зарплат находится с одной стороны, половина находится с другой стороны, то есть больше этих отметок. И я предлагаю игнорировать верхнюю строчку, где написано «архитектор ПО», потому что архитектор — это любой из этих людей, которые просто доросли в силу своего опыта до высоких позиций. Поэтому просто начнем со второй строчки. И что мы видим? Там написано «mobile». Это о том, что мобильные разработчики, они находятся в топе зарплатных вилок. То есть видно, что немного что-то другое отстает. На самом деле, в реальности ситуация, она может отличаться, все зависит от конкретного случая, от вас, но в целом рынок готов платить чуть больше мобильным разработчикам, потому что, возможно, требуется либо чуть больше компетенций, либо сложнее найти людей. Если вас интересуют какие-то более подробные данные, я внизу указал источник Хабр.ком. Там есть прям полное исследование по разным профессиям, по разным языкам программирования, по опыту, по регионам. И вы можете все это соотнести, проверить, почитать. Оно находится в свободном доступе. Теперь, что касается западного рынка. В западном рынке все устроено по-другому. И нет такого какого-то единого значения, которое можно было бы привести, как для России. Там все упирается в то, что налоги, они отличаются не просто от страны к стране и даже не просто от региона к региону. Там прям все зависит от вашей ситуации, то есть сколько человек в вашей семье, сколько вам лет, в какой сфере вы трудитесь. И поэтому такая прогрессивная шкала. Рассчитать очень сложно, поэтому каких-то конкретных данных приводить не буду, но если вас интересуют все-таки данные, их найти можно. Например, для американского рынка есть Levels FYI.
где по разным компаниям, по профессиям и текущему уровню знаний можно отсортировать, найти нужные вам данные, потратите немного времени, но хотя бы примерно приблизительно получите оценку. Важно понимать, что там данные, они приведены не как в России после налогов, а до. То есть вы там платите сами налоги, поэтому вы сами должны все считать, и они отличаются. Для этого существуют отдельные калькуляторы, их тоже можно найти. Для тех, кто достаточно любопытен, но он найдет это. Для европейского рынка, соответственно, существует TechPace EU. Там уже те компании, которые представлены на рынке ЕС. Так, самое главное, с чего начать обучение, то есть как все-таки войти в эту сферу. На самом деле я здесь буду приводить несколько пунктов. Почему несколько? Потому что, по моему мнению, этих пунктов достаточно, чтобы запустить процесс, чтобы начать вовлекаться в эту сферу. И если у вас получится пройти все эти пункты, то дальше вы уже сможете под себя оптимизировать дальнейший план обучения, и вам не нужно будет... То есть вы сможете эту информацию найти дальше. Самое главное — заложить фундамент, который поможет вам уже дальше ориентироваться как-то. Я всегда рекомендую вот этот курс. Там на самом деле используется язык программирования JavaScript. Он не относится к Android-разработке, но это и не важно, потому что там раскрываются такие базовые концепты по типу, что такое компьютер, что такое функция, как это работает, как это коммуницирует, на виде таких красивых видео, слайдов, анимаций, которые помогают хотя бы получить какое-то базовое представление. Я надеюсь, мы как-то эту потом презентацию скинем, чтобы можно было скопировать ссылки и попытаться пройти. Затем, если вам удастся все-таки пройти этот курс, а скорее всего удастся, потому что он не очень-то и сложный, то можно обратить свое внимание на такую книгу замечательную «Kotlin в действии». Один из ее авторов, она, кстати, работает в компании, которая создала этот язык Kotlin. Почему мы вообще говорим про Kotlin? Потому что Kotlin — это такой язык программирования, который официально выбран в качестве языка разработки под Android. То есть если вы хотите писать приложения под Android, вы их с большой вероятностью будете писать на Kotlin, поэтому придется его учить, но он легкий, интересный, удобный и, в принципе, лаконичный, поэтому на нем можно писать много интересных, красивых штук, и вам должно понравиться. Если вы хотя бы пробовали другие языки, например, что-то довольно старое, типа Java или плюсы, когда вы увидите Kotlin, вам вообще должно понравиться, потому что все, что вы там делали на многостраничных кусках кода, вы сможете сделать за 10 строчек. Да, и, в принципе, предыдущие два пункта, они не относились напрямую к Android-разработке, потому что это было введение и сам язык программирования Kotlin. А Android, он предоставляет еще всякие сбоку такие штуки по типу своего фреймворка, своих библиотек, своих функций, своих компонентов, виджетов и так далее. Все это придется тоже узнать, изучить, прочитать. И для этого существует классный видеокурс, который записывали специалисты из Авито, Яндекса и так далее. И они очень хорошо постарались и сделали для новичков хороший вход, где буквально на протяжении многих часов рассказывают, как это все начать, как все изучить. Это был последний шаг обучения. Если вам удастся все выполнить, то вы с большой вероятностью просто сможете написать свое приложение, которое решает вашу проблему, и добавить его для портфолио. Поиск работы. Всем понятно, что искать платформу для IT-специальности нужно на цифровых платформах. Самая популярная здесь в России — это HeadHunter. И, может, кто-то уже пытался, может, кто-то знает тех, кто, скорее всего, знает просто тех, кто пытался рассылать свое резюме. Я не буду об этом рассказывать, потому что это такой известный факт, можно найти в интернете. Но что я хочу здесь рассказать? Это то, что если вы новичок, если вы составили свое резюме, с очень большой вероятностью вы не получите никакого ответа, либо получите отказ.
Потому что бизнесу интересно, чтобы вы уже прямо сейчас решали какие-то проблемы. Очень часто они не хотят, например, тратить свое время на новичков. Но можно немного обойти систему и попытаться увеличить конверсию получения ответа на свое резюме. Это не гарантирует то, что вам скажут «да», но это гарантирует что вы хотя бы получите какой-то ответ. Я пытался сам, когда в 2019 только начинал искать какую-то первую работу, я получал просто десятки отказов, куда бы ни слал, и было сложно, то есть это дизмораль. И я потом подумал, что должен быть какой-то способ обойти все это. И я, начал просто выписывать список компаний, которые мне были бы интересны, у которых есть интересный спектр задач. Затем я находил, в принципе, это обычно в публичном доступе на их сайтах написано, кто является лидером Android направления, кто является менеджером этого направления. И обычно у этих людей всегда доступна их почта рабочая, либо контакты в Телеграме, еще где-то. Я просто стал тогда им писать, составил такое небольшое сообщение, рассказал, что очень хочу сильно у них работать, приложил свое резюме. И, то есть, чего я здесь пытался добиться? Когда вам пишут в личные сообщения, вы просто уже не можете это игнорировать. То есть человек не сможет просто промолчать. Он хотя бы скажет вам «нет, не нужны», но зато вы получите ответ, вы поймете, что там нужно двигаться дальше, не рассматривать уже эту компанию. В принципе, да, такие ответы я и получал, что нет, так нет. То есть ничего не изменилось. Но в этом месте плюс. Первый плюс я уже упомянул. Теперь ваша конверсия в получение хоть какого-то ответа, она уже 100%. Вам все будут отвечать, потому что вы написали в личные сообщения. Иногда еще и попадаются такие штуки, что человек, он не просто сказал «нет», он вам дал совет, он рассказал, как улучшить резюме, что подучить, чтобы повысить свою компетенцию. Это довольно полезный совет. Обычно, если вы рассылаете на HeadHunter, вы такого не услышите. То есть никто не будет тратить свое время на то, чтобы рассказать это. Тем более, на HeadHunter обычно просматривают ваше резюме HR, отдел, у них таких людей сотни за день, и они не хотят просто тратить на это время. А здесь вы пишете напрямую разработчику, напрямую менеджеру, и так как для него это случается, наверное, может раз в месяц кто-то ему напишет, естественно, он больше готов заложить свое время, потратить на то, чтобы что-то вам подсказать, рассказать, помочь. Поэтому такой подход, он окупается, и, в принципе, я считаю, что он довольно интересный. Возможно, кто-то подумает, что немного будет нагло писать вот так в личное сообщение, но тут такой трейд-офф, вам надо подумать, что выгоднее. На самом деле, вот здесь мы ставим такую точку, потому что, как я сказал, это такая небольшая обзорная лекция, чтобы понять, в каком направлении двигаться, и вообще, будет ли вам такое направление интересно или нет.